Москва ставит условия Вашингтону, Украина не собирается идти на уступки, а в США найдена пустыня с сотнями человеческих тел. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Обратный отчет пошел. Трамп в ожидании, а Москва с требованиями. В России перешли к критике американцев. Что на этот раз не устраивает Кремль? Детали. Сделка будет подписана. В Киеве заявляют, Вашингтон не оказывает никакого давления, но на уступки Украина не пойдет, как ответили Путину. Британские и шведские истребители в польском небе, скандал на границе Литвы и Беларуси, а также смертная казнь за убийство раввина. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаем. США не оказывают никакого давления на Украину. Наоборот, отношения между Киевом и Вашингтоном развиваются. Об этом заявил украинский министр иностранных дел на фоне резких заявлений Трампа, который буквально на днях обещал Зеленскому большие проблемы, если тот захочет выйти из сделки по редкоземельным ресурсам. Сибига тем временем дает понять, что публичные заявления не всегда совпадают с реальными событиями. Украина уже получила новый проект соглашения по недрам. Произошло это 28 марта. Запущена процедура обработки документів согласно українському законодавству, уверяет міністр. Ми вважаємо, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність потужного, крупного американського бізнесу, це також внесок у безпекову інфраструктуру України. Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес триватиме, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання. В МИД Украины также дали понять, сколько бы РФ не пыталась вписать украинские земли в свою конституцию, эти земли останутся украинскими, и оккупация никогда не будет признана. Кроме того, Киев не пойдет на уступки и не будет сокращать свои вооруженные силы, а также не даст возможность Москве диктовать, кого выбирать себе в союзники. О том, почему на самом деле РФ, начиная с переговоров в Стамбуле, настаивает на сокращении украинской армии под предлогом уменьшения угрозы для России, мы поговорили с военным аналитиком и политологом Дмитрием Снегиревым. Россия не оставляет возможности дальнейших территориальных претензий к Украине, и поэтому демилитаризация Украины, в первую очередь сокращение численности вооруженных сил Украины, приостановка и полный запрет на военно-техническое сотрудничество со странами НАТО, и должны создать предпосылки в дальнейшем к продолжению территориальных претензий нашей страны. Я напомню, авторами Новороссии выносилась идея установления российского контроля не только на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, но и, соответственно, Одесский регион, это и Николаевская область, плюс, соответственно, территория Днепропетровской области. То есть фактически весь юго-восток Украины. Обратный отчет пошел. Трамп ждет, когда Путин выполнит поставленные условия. Американский президент накануне дал понять, у него есть его собственный психологический дедлайн. Конечный срок, когда Путин должен прийти к полному прекращению огня. Западная пресса неоднократно писала, что для Белого дома важно, чтобы тишина на украинском фронте настала 20 апреля. Аналитики Американского института изучения войны напоминают, что до этой даты осталось всего несколько недель, и шансы, что план Трампа станет реальностью, невелики. А из России тем временем в Вашингтон полетел сигнал. МИД РФ, по сути, обратился к американцам и стал критиковать. Там считают, что к предложениям Вашингтона относятся серьезно, однако ставят свои условия и озвучивают требования. Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта. Вот это начисто отсутствует, и это надо преодолевать.
И пока Рябков самостоятельно отправлял сигналы в США, его начальник Лавров встречался со своим китайским коллегой Ван И. Переговоры были максимально закрытыми, прошли в Москве. Лавров и Ван И отказались выходить к прессе. Лишь перед тем, как на несколько часов удалиться в тайную комнату, заявили: Москва и Пекин – друзья. Кремлевские медиа пишут, что это ответ западным стратегам. А у Лаврова ограничились лишь короткими фразами о так называемых коренных причинах кризиса и вновь обвинили Украину в несоблюдении энергетического перемирия. Что означает такая риторика Москвы и претензии к США? Эту тему мы также обсудили с военным аналитиком и политологом. Это не более чем политическая риторика Российской Федерации с целью бурной имитации переговорного процесса, но не продвижение непосредственно к моменту окончания войны в Украине. То есть переговоры ради самих переговоров. Замечу, что на момент интенсификации переговорного процесса происходит и интенсификация обстрелов гражданско-инфраструктурных объектов на территории Украины, плюс резкая эскалация военной напряженности непосредственно на линии боевого соприкосновения. Поэтому заявление российской стороны, еще раз подчеркну, это не более чем эквилибристика словесная с целью обвинить и американскую, и, соответственно, украинскую сторону в якобы срыве переговорного процесса. Причем, заметьте, Российская Федерация будет вбрасывать тезисы о срыве даже договоренности о взаимном ненанесении ударов по энергетическим объектам. Кроме того, Россия анонсировала новый раунд переговоров с США. Больше деталей не озвучила. Британские и шведские самолеты поднимаются в небо Польши. Истребители начнут патрулировать воздушное пространство восточного фланга НАТО. Угроза близка, говорят в Альянсе. Под боком Россия и Беларусь. 6 шведских «Гриппен» и 6 британских «Тайфунов» будут патрулировать воздушное пространство в рамках операции. В общей сложности 600 военных из Швеции и Британии будут задействованы в Польше. Повышенный риск возникает, если ничего не делать. Риск возрастает, если мы выглядим слабыми. Риск возникает, если мы просто умоем руки. Вот откуда приходит настоящая угроза. Мы не проявляем агрессии. Мы лишь заявляем, что будем действовать, сообщать, защищать наши страны и Европу через НАТО от любой агрессии. Напомню, что накануне Польша подписала контракт с США на $2 миллиарда для поддержки Patriot. Такая программа необходима, чтобы ЗРК, которые доказали свою эффективность в уничтожении даже российских ракет «Кинжал», были готовы отразить ракетную атаку на восточном фланге НАТО. Wydatki na obronę powietrzną są Расходы на противовоздушную оборону самые высокие. Атаковать врагу часто обходится гораздо дешевле, чем защищать собственное воздушное пространство. Иногда защита может стоить в 10 раз дороже. Это базовая экзистенциональная инвестиция в безопасность Польши, и мы осуществляем ее с решимостью и ответственностью. Из Африки в ЕС, в Литву из Беларуси пытались заехать мигранты из Судана и Кении. Всего 5 человек, среди которых 2 мужчин, 2 женщины и несовершеннолетний. Они не лезли через ограждение и не делали подкоп, пытались заехать в Европейский Союз без необходимых документов через пограничный пункт Мядининкай. При этом просили убежище, уточняет издание ЛРТ. Но получили отказ и были вновь отправлены в Беларусь. Правозащитники тем временем считают, что пограничники отказались помогать мигрантам, хотя те на ломаном английском просили убежища. В то же время в погранслужбе твердят, что никаких запросов не было, а мигранты, получив отказ, спокойно вернулись обратно. Напомню, что буквально на прошлой неделе Польша временно ограничила право подавать на белорусской границе ходатайство о международной защите. Запрет ввели с 27 марта на 60 дней. В Варшаве заявляли, что ограничения призваны остановить поток нелегальной миграции, организаторами которой являются Москва и Минск. Смертный приговор. 3 узбекистанцев должны казнить. Такое решение принял суд в Объединенных Арабских Эмиратах. О громком деле пишут как СМИ Узбекистана, так и СМИ Израиля. И вот почему. Криминальное трио подозревают и обвиняют в жестоком убийстве израильского раввина Цви Когана, исчезновение которого всколыхнуло страну в ноябре прошлого года. Тело Когана с признаками насильственной смерти было найдено в ОАЭ через несколько дней после пропажи. Полиция Эмиратов вскоре задержала 3 граждан
граждан Узбекистана, а 30 марта суд вынес смертный приговор. При этом официально власти Арабских Эмиратов молчат. О самом страшном приговоре пишут израильские СМИ, которые ко всему публикуют также аудиозаписи с обсуждением этой смертной казни родственниками осужденных. Однако издание уточняет, что эти звуковые записи не подтверждены. В то же время точно неизвестен мотив узбекистанцев, которые убили раввина. В Израиле же называют случившееся террористическим актом на почве антисемитизма. В пустыне США найдены тела или же их останки, которые принадлежат как минимум 200 женщин. И речь не о средневековом поселении или бывшем захоронении. Волонтеры уверяют, на юге США, в штате Нью-Мексико, на границе с Мексикой погибают мигранты, которые пытаются попасть в Америку в поисках лучшей жизни. Десятки людей гибнут на пути к американской мечте. В этих песках некоторые пропадают бесследно, уверены волонтеры, которые занимаются поиском тел. Руководит поисковой группой бывший морпех Джеймс Холман. За последний год вместе с коллегами он смог отыскать 25 новых мест с человеческими останками в пустыне штата. Кроме того, его группа работает по всему югу США, в Техасе, Нью-Мексико и Аризоне. С помощью GPS и маркеров они фиксируют найденные тела в надежде, что родные когда-нибудь узнают правду. Холман намекает, что недоволен действиями власти США, которые борются с нелегалами. Я вижу, как наше правительство тратит кучу денег и ресурсов на охоту за людьми, как в каком-то больном реалити-шоу. И вот результат, более 100 женщин найдены мертвыми в этом небольшом районе 10 на 20 миль, менее чем за 2 года. We heard the call out. We're pressurizing for strong battery traffic. Into the Fram 2 mission, the first ever human spaceflight mission to cover the poles. Stage separation and second stage. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.